Экологически чистые продукты сегодня нужны как никогда. Поэтому то, что выращено на земле республики, при соблюдении всех технологий, конечно, оно должно быть поддержано. Не покупать то, что сегодня вот, в Китае приходит, там, из разных стран. Насколько это все возможно, надо делать и выращивать здесь, на месте. Да? Вот у нас частные люди, вот, сколько бы невыгодно было, да, занимаются огородами, дачами и выращивают свои там. Они делают это для своей семьи, а почему государство не может поддерживать то, что вот как раз создается в большом объеме, довозить не только для людей, но не для людей в первую очередь, наверное, для детей. Да? Поэтому вот то, что Союз сегодня поставляет в первую очередь не в магазины, а в детские сады, это абсолютно правильно. Это, наверное, вот как раз показатель нашей поддержки в целом бюджета республики, бюджета города. Это абсолютно правильное решение. Мы только за расширение такого рода производств. Производство, вот сельское хозяйство, мы, конечно, много обижаемся, да, мы превратили, пытаемся, только получить определенные какие-то субсидии, субвенции. В первую очередь она нужна для товарного производства. Вот, как молоко, мясо, оно должно быть товарным производством, отвечающим всем показателям, а не просто для того, чтобы какие-то деньги зарабатывать. Я считаю что в первую очередь мы вообще, республика находится в абсолютно выгодной позиции. Сегодня у нас нет не экологически нечистых продуктов, в принципе, то, что выращивается здесь на нашей земле, это абсолютно, скоро, я думаю, в ближайшем будущем к нам будут ездить, дышать, пить нашу воду, естественно, кушать то, что здесь выросло. Это сегодня у нас есть, поэтому я считаю, сельское хозяйство должно быть поддержано как основное производство в Республике Саха-Якутия. Это и молоко, и мясо, но правда все это должно быть по технологиям и именно как товарное производство. Вот мы за это, наверное, в этом году мы все-таки примем общее решение, как развивать сельское хозяйство, в том числе овощевод. Я думаю, овощами вообще можно практически очень близко к 100% обеспечить сами себя. Имейте в виду частные люди, частные огородники, даже в Мирнинском районе, где хорошей земли нет, они, население Мирнинского района выращивает это все в своих огородах и продают, и консервируют, и кушают. Именно это экологически чистая продукция. И эти люди, скажем так, не из-за того, как бы продать, выращивать, они кушать. Именно и своим друзьям они раздают. Это экологически чистый продукт. Не покупают ни картошку, ни томаты, ни помидоры. Это для города Якутска, конечно, практически, наверное, сложно, поэтому такие производства большие, где себестоимость должна, тем больше, тем будет себестоимость меньше, то есть у людей возможность появится покупать именно такую продукцию, а не дешевую, которую откуда-то привезли абсолютно неизвестного производителя. Поэтому мы абсолютно поддерживаем развитие такого большого товарного производства, как не только в городе Якутска, наверное, можно его уже распространять по всей республике.